Здравствуйте, это программа «Интервью», с вами Азат Самирханов. На днях Национальный банк по Башкортостану выдал полугодовую статистику об открытии жителями нашей республики индивидуальных инвестсчетов. Прирост составил почти 20%, то есть мы на первом месте в ПФО. Новость хорошая, но тут же оговорка о том, что люди эти, собственно, рискуют своими деньгами. Вот именно об этом мы будем говорить сегодня с нашим гостем. Это заместитель управляющего отделением Национальным банком по Республике Башкортостан Банка России Сергей Коровин. Сергей Владимирович, здравствуйте. Добрый день, Азат. Так в чем же, собственно, заключаются эти риски, о которых я говорил в начале программы? Да, но надо начать с того, что индивидуальные инвестиционные счета, в отличие от тех же банковских вкладов, наиболее популярного инструмента для сбережения, они не защищены государственной системой страхования. То есть, если банковский вклад защищен до суммы 1 миллион 400 тысяч рублей, то индивидуальный инвестиционный счет такой защиты не обладает. Соответственно, вы должны понимать, что если брокер или управляющий, у которого вы открыли этот счет, обанкротится или потеряет лицензию, то вот те средства, которые вы разместили на этих счетах, они не защищены. Стоит также понимать, что... банковские депозиты, надо сказать, наверное, телезрителям, что каждый счет, не обязательно один, да, если у вас два счета, там главная сумма до 1 400 000, правильно? Да, каждый счет в отдельном банке, он защищен в пределах этой суммы. Если мы говорим о начинающих инвесторах, то здесь еще один из рисков, с которым они сталкиваются, заключается в завышенных ожиданиях относительно доходности, да? То есть, когда инвестор начинает реально совершать операции, может быть, эти завышенные ожидания не сбываются, приходит разочарование, и люди могут совершать какие-то необдуманные операции. Ну и стоит также сказать, что в отличие от банковских вкладов, по которым операции, как правило, не содержат каких-то комиссий, то есть вы вносите средства без комиссии и снимаете их обратно без комиссии. Здесь практически любая операция с ценными бумагами, будь то покупка или продажа, сопровождается определенными комиссиями. То есть такой инструмент, к которому нужно подходить ответственно, взвешенно, правильно я понимаю? Да, это более сложный инструмент, это, так скажем, инструмент для тех, кто уже имеет вклады или имел вклады, кто уже накопил определенную подушку безопасности, да, кто имеет определенные сбережения. Да, вот это, наверное, следующий продукт, к которому стоит присмотреться. Как вы думаете, с чем связан такой существенный прирост? То есть я так понимаю, что жители нашей республики в основном финансово грамотные и подкованные, и к тому же деньги имеют, да, судя по статистике, так ли это? Да, наверное, действительно рост привлекательности вот этих индивидуальных инвестсчетов – это свидетельство того, что финансовая грамотность наших жителей растет. Вообще, вот рост привлекательности наблюдался в прошлом году, но и в текущем, как вы сказали, судя по статистике, он продолжается, да, динамика достаточно внушительная. Значит, какие еще основные причины, которые побуждают наших граждан заниматься инвестициями в ценные бумаги? Значит, вы помните, что в прошлом году процентные ставки достаточно существенно снизились. Центральный банк принимал решение о снижении ключевой ставки. Ставки по банковским вкладам снизились. Соответственно, люди стали искать альтернативные способы инвестирования тех свободных средств, которые у них имеются, и обратили внимание на рынок ценных бумаг. Пандемия в каком-то смысле тоже помогла, то есть невозможность посещать офис классическим способом привела к тому, что финансовые организации стали предлагать свои услуги дистанционно, да, в том числе появилась и возможность открывать те же индивидуальные инвестиционные счета дистанционным способом. То есть достаточно паспорта, вы проходите дистанционную идентификацию, а если вы зарегистрированы на сайте госуслуг, то в целом идентификация проходит, так сказать, и без паспорта, просто вы идентифицируете с ранее полученным аккаунтом на этом портале госуслуг. Ну и, наконец, базовым преимуществом этих индивидуальных инвестсчетов является налоговые преференции или так называемые налоговые вычеты, которые получает тот человек, который открывает этот счет. Ну, они такие довольно-таки существенные, да, если мне не изменяет память, мне предлагали там максимально разместить сумму, там порядка 60 тысяч выходило налогового вычета. В действительности, смотрите, сумма максимально, которую вы можете разместить в год на индивидуальном инвестсчете, это 1 миллион рублей. Значит, для того, чтобы пользоваться этими преференциями, вы должны сохранять эти инвестиции в течение 3 лет, только после этого можете закрыть. Да. А что касается налоговых преференций, есть два типа этих преференций или два типа вычета. То есть вы можете получить вычет на взносы. Вы взносите определенные суммы, как я сказал, максимум это 1 миллион рублей, но вам будет возвращаться в пределах 52 тысяч ежегодно. Да, то есть если посмотреть,
какова наибольшая сумма, которая обеспечивает наибольшую эффективность, это 400 тысяч. Вот от 400 тысяч 13% налог, 52 тысячи каждый год вам будет государство возвращать. Вот примерно то же и предлагали. Да, заманчиво звучит, да. И другой вариант, другой тип этого вычета, значит, вы вносите в пределах миллиона, и вся прибыль, которую вы зарабатываете, вот совершая операции, покупая и в последующем продавая ценные бумаги, вся прибыль это будет освобождаться от уплаты налогов. То есть, наверное, если, скорее всего, вы начинающий пассивный инвестор, вам стоит выбрать вот тип вычета это на взносы, то есть вы приобретаете и ждете там условно погашения там облигаций. Да, если вы уже продвинутый инвестор, да, вы часто совершаете эти сделки, тогда вы можете выбрать второй тип вычета, да, и освободить себя от налогов, от дохода, от прибыли, которую вы получите вот от этих операций. А что вы как регулятор рекомендуете вот, начинающим неопытным инвесторам? Каких придерживаться стратегий и насколько осторожно или, может быть, неосторожно вести себя? Да, ну смотрите, то есть действительно начинающие инвесторы должны быть более осторожными, да, то есть они, естественно, не обладают тем опытом, да, который необходим для того, чтобы чувствовать себя уверенным на этом рынке. Поэтому, конечно, мы как регулятор в большей степени рекомендуем открывать эти индивидуальные инвестиционные счета в рамках так называемого доверительного управления, то есть это доверять профессионалам. Вот, собственно, обязанность сформировать ваш портфель или набор ценных бумаг, который вам будет приносить определенные доходы. Ну или другой совет – обратиться к так называемым инвестиционным советникам, которые дают профессиональные советы по тем ценным бумагам, которые стоит в тот или иной момент с учетом конъюнктуры рынка выбрать, и несут ответственность вот за эти советы. Тут тоже ведь, наверное, нужно очень внимательно подходить, потому что компании, предлагающие разместить на ИИС деньги инвесторов, их много, да, но все ли работают в легальном поле, что называется, да? Кто-то, может быть, не знаю, сами молодые на рынке, да, собирают себе, а в итоге как бы не совсем верно распоряжаются чужими деньгами. Да, безусловно, этот вопрос важен, поэтому стоит иметь дело только с легальными участниками финансового рынка. Значит, я говорил, что счет можно открывать либо у брокера, индивидуальный инвестсчет, либо у брокера, либо у управляющего. Значит, это профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг, она лицензируется, и вот перечень всех брокеров и всех управляющих компаний, которые имеют лицензии, он есть в открытом доступе на сайте Центрального банка. Достаточно забить название или ННН этой компании, и, соответственно, вы сможете посмотреть, имеет ли он эту лицензию или нет. Значит, если этой лицензии нет, то нужно смело отказываться от каких-либо взаимоотношений вот, с этими компаниями. Что касается инвестиционных советников, то деятельность такую тоже вправе осуществлять значит, специальным образом отобранные юрлица или индивидуальные предприниматели. Есть также специальный реестр, где они должны состоять. Он также доступен на сайте Центрального банка, и механизм проверки тот же самый. То есть вы забиваете на сайте Центрального банка, есть специальный раздел, где можно проверить финансовую организацию. Вы забиваете ННН или название и получаете результат, то есть является ли он состоящим в соответствующем реестре. Все просто, на самом деле, нужно просто на ваш портал идти. Да? Я вот хотел про изменения в законодательстве, что касается защиты, да, потребителей финансовых услуг. Я так понимаю, что существенные поправки у нас именно этим летом произошли. Расскажите, именно о чем идет речь. Да, действительно, принят пакет законов, которые направлены на защиту, собственно, вот, розничных инвесторов, то есть простых граждан, которые выходят на фондовый рынок. Значит, наиболее, наверное, резонансные изменения, которые вступят в силу с 1 октября текущего года, называется оно или связано оно с необходимостью тестирования неопытных начинающих инвесторов. То есть теперь перед тем, как предоставить возможность человеку, который не имел соответствующего опыта, к совершению этих операций, любой профессиональный участник рынка ценных бумаг должен протестировать его на то, понимает ли он суть этих продуктов и понимает ли он риски, связанные с этим. То есть это компании будут тестировать, условно говоря, финансовые компании будут физических лиц тестировать, да? А что это за вопросы? Да, если по-простому это так, то есть каждая финансовая компания будет тестировать своего клиента, но эти вопросы, да, или набор вот вопросов, которые включены в тесты, они разработаны Центральным банком при участии самих объединений участников финансового рынка, да, и они содержат две категории вопросов. Значит, категории вопросов первая касаются самооценки самого физического лица, то есть имеет ли он соответствующий опыт проведения операций, да, и вторая категория вопросов содержит, или вернее ориентирована на то, понимает ли он смысл финансовых продуктов, которые он собирается приобретать.
Смысл, чтобы проверить, то есть понимает ли человек, да, смысл этих продуктов и понимает ли он все риски, которые связаны с этими продуктами. Любопытно. А если, допустим, человек не совсем понимает, но хочет как бы этому обучаться, инвестировать, в том числе и в этой компании, у него будет там, я не знаю, повторный шанс или что-то такое? Да, безусловно. То есть возможность повторной сдачи этих тестов, она не ограничена. То есть лучше, конечно, подготовиться, если вы чувствуете, там, что где-то что-то не понимаете, да, или какие-то пробелы, да, и повторно сдать этот тест. То есть в данном случае сам человек должен заинтересован в этом, чтобы сдать тест, так сказать, не случайным образом, там, угадав эти ответы правильные. Ну, я, если правильно понимаю, суть этих поправок в законодательстве, она направлена на то, чтобы люди все больше и больше были защищены финансово и финансовой грамотности подкованы были, верно? Да, совершенно верно. То есть это защита инвестора от непродуманных решений и, так сказать, от разочарования, да, вот, от совершения этих операций. То есть изначально эти операции должны как минимум быть направлены на сохранение, а лучше на приумножение капитала людей, да, и поэтому Центральный банк, конечно, не хочет, чтобы произошло массовое разочарование и люди отказались от того инструмента, который должен быть использован во благо. Тогда возникает еще один вопрос. А если представители этих финансовых компаний видят, что тестируемый инвестор потенциальный, не тянет, да, что называется, они, может быть, его как-то будут, я не знаю, если не за уши тащить, как на экзамене, но все равно они же заинтересованы в этом, чтобы к ним деньги шли. Как это будет регулироваться? Наверное, действительно, в реальной жизни такие ситуации нельзя полностью исключить. Да. Надо сказать, что при этом эти компании, их менеджеры контролируются со стороны Центрального банка. Центральный банк проводит через механизм, через технологию тайного покупателя контрольные закупки и выявляет недобросовестную практику. Но главное в нашем в понимании регулятора другое. Главное, чтобы сам человек был реально заинтересован, да, и не стремился, так скажем, в том числе там различными уловками, да, или с помощью фальсификации сдать этот тест, да, то есть в дальнейшем просто если он столкнется с проблемами, да, и от непонимания приобретет тот продукт, который ему вообще был не нужен, понесет потери, то в последующем предъявлять претензии кому-либо будет просто бесполезно. Получается, что если сам финансово не подкованный, решишь, что называется, обойти как-то, да, действующие нормы, в итоге можешь оказаться без денег и без Да, то есть это обернется против тебя же самого. Спасибо вам большое, Сергей Владимирович. Это была программа «Интервью». У нас сегодня был очень интересный гость. Это заместитель управляющего Национальным банком Башкортостана, Банка России Сергей Коровин. Оставайтесь с нами.